Доброго времени суток, друзья! На портале Есть Я обзор событий за неделю и все самое интересное, о чем можно прочитать на нашем сайте и на страницах газет. С вами Туяр Харитонова, а поговорим мы сегодня вот о чем. Тема недели на мировом уровне в российских СМИ и местной прессе – визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику. Напомню, что в состав делегации России Шанхай посетил и временно исполняющий обязанности главы Якутии Егор Борисов. В рамках встреч президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня, а также в ходе российско-китайских переговоров по вопросам развития двусторонних отношений состоялось подписание целого ряда межправительственных, межрегиональных, межведомственных и корпоративных соглашений. Главным ожидаемым событием стало подписание между «Газпромом» и CNPC договора купли-продажи природного газа с поставкой по восточному маршруту. Межправительственное соглашение в обеспечении контракта, подписанного в среду российским «Газпромом» и китайской CNPC, может быть заключено до конца года, сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Долгосрочный контракт предусматривает поставку в Китай российского газа в течение 30 лет в объеме 38 миллиардов кубометров ежегодно на общую сумму 400 миллиардов долларов. Кроме того, был подписан межгосударственный меморандум о взаимопонимании в сфере поставок газа. Россия и Китай предусмотрели предоставление преферентных налоговых режимов. Нам удалось согласовать все проблемы. Пока цена на газ для Китая – коммерческая тайна. Общая сумма контракта – 400 миллиардов долларов. Владимир Путин охарактеризовал сделку более масштабно. По словам президента, это крупнейшая газовая сделка за всю историю СССР и России, а стройка газопровода «Сила Сибири» станет крупнейшей в мире. В ходе реализации этого проекта это будет самая большая на ближайшие 4 года стройка в мире, без всякого преувеличения. Очень большие месторождения, это Кавыкта и Чаинда. Совокупный объем извлекаемых ресурсов, подтвержденных, 3 триллиона кубических метров газа. На самом деле их там еще и больше. Это гарантированная поставка лет на 50, как на внешний, так и на внутренний рынок. Это и газохимия, это гелевый завод, это новые предприятия, новая инфраструктура, 1000 рабочих мест. Работы, во-первых, начинаются прямо завтра, а во-вторых, это дает нам возможность приступить к следующему проекту вместе с китайскими партнерами, а именно начать прорабатывать западный маршрут поставки. В строительство газопровода и освоение двух месторождений Чаиндинского и Кавыткинского Россия вложит 55 миллиардов долларов. Затраты Китая на соответствующую инфраструктуру оцениваются в 20 миллиардов долларов минимум. Глава «Газпрома» Алексей Миллер не называет многие подробности контракта, чтобы не навредить положению компании, считает заведующий отделом экономической политики издательского дома «Коммерсант» Дмитрий Бутрин. Он предположил, что стоимость газовых поставок в Китай составит около $300 за 1000 кубометров, и это достаточно низкая, по его оценке, цена. Председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики Андрей Нечаев, объяснил это тем, что окончательная цена может варьироваться от обстоятельств. По его словам, контракт с Китаем выгоден «Газпрому» из-за того, что Европа начала политику снижения зависимости от российского газа. Между тем, директор программ Восточной школы Института востоковедения Российской академии наук Владимир Невейкин считает, что на данном этапе этот документ важен для Китая, но не представляет критической необходимости. Невейкин также добавил, что бизнес, который специализируется на добыче бурых углей, вероятно, выразит свой протест к контракту между «Газпромом» и CNPC. Контракт заключен на 30 лет. Реальные поставки газа могут начаться лет через 5. Топливо будет идти по восточному маршруту через Благовещенск. В Кремле говорят о том, что это будет крупнейшая стройка в мире. Одновременно Россия и Китай начинают проработку западного маршрута поставок газа. Реализация договоренности об экспорте в Китай российского природного газа будет означать для России диверсификацию трубопроводных маршрутов поставок газа, а нашим китайским партнерам позволит снизить остроту проблем энергодефицита и экологической безопасности за счет использования чистого топлива. Напомним, что речь идет о проекте по освоению Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии и строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири», скорейшую реализацию которого активно лоббирует Егор Борисов.
Начало строительства газопровода «Силы Сибири» дает нам возможность говорить о будущей газификации и других районов – Алюкминского, Нюрбинского, Алданского и Нюрнгринского. Продолжая тему российского визита в Китай, временно исполняющий обязанности главы Республики Саха-Якутия Егор Борисов в Шанхае также встретился с представителями бизнес-кругов Китая, установил целый ряд контактов с руководителями китайских территорий и крупных предприятий, достигнув предварительных договоренностей о перспективах и возможного сотрудничества с Республикой Саха-Якутия. Кроме того, Егор Афанасьевич провел серию деловых бесед с главами федеральных министерств и ведомств, регионов и крупных отечественных компаний, находящимися в составе российской делегации в Поднебесной.